Дорогие коллеги, Жанна Роза Исааковна, господин посол, для меня, уважаемые гости, для меня большая честь выступать здесь. И действительно очень здорово, что вот за уже, наверное, 20 лет жизни моей организации, нашей организации на экологическом поле, такой класс внимания к вопросам устойчивого развития экономики в новом формате устойчивости мы наблюдаем впервые. Вот. Значит, моя презентация будет состоять из двух частей. Наверное, странно было бы, если бы экологи не говорили о чем-то очень сложном и болевом, поэтому вот ту часть, которая будет небольшой, и мы проговорим в начале, это будут я хочу проговорить про те болевые точки, которые связаны с трендами формирования зеленого роста и зеленой экономики. А какие-то небольшие достижения и, может быть, скажем так, тактические выигрыши, потому что стратегический выигрыш, как вы понимаете, нигде в мире не существует сегодня. Да, то есть, потому что нет устойчивости, нет ни в замечательных странах с высоким GDP, ни в других странах, то есть все только к этому идут. Вот. Но какие-то тактические выигрыши есть. И мы их увидим во время сюжета на слайде. Просто это будут крупные фотографии, Бог даст, прокуратура будет работать, и вы просто увидите, что делается в Кыргызстане по этому поводу. Вот. Но первое, что я хотел бы еще, мне кажется, важно, чтобы прозвучало с этой высокой трибуны, это то, что не зря сегодня мы именно разговариваем про такую братскую и дружескую нам страну, как Корея. Вот здесь очень тонко уловлен тренд, и буквы у нас рядом были в Рио, в ДК. Но я хочу сказать, что действительно в этом году буквально сразу же после саммита в Рио в городе Чеджу в Южной Корее прошел конгресс, Всемирный конгресс Союза охраны природы, Международного союза охраны природы. Это как раз таки та знаменитая организация, собственно говоря, о которой мы знаем именно по Красной книге. А это именно они запустили этот процесс. И Корея принимала там более 5000 делегатов из разных стран, да, то есть и там даже вопросы сохранения биоразнообразия и устойчивого зеленого роста ставились даже, может, более остро. Можно? Вот, я хочу, у меня буквально несколько посланий, но я надеюсь, что они, как говорил господин Атарбаев, будут взяты на карандаш высоким собранием, и мы с удовольствием поделимся, что же можно с этим еще делать. Значит, первое, на что я хотел бы указать внимание, и, наверное, самое главное, что для нас те определения устойчивого развития, которые здесь давались, мы абсолютно их разделяем, понимаем, уважаем, но хотел указать на такой факт, что нет равноправия между экономикой, социумом и экологией. Вы простите, мы с вами не бестелесные, не плотские существа. Мы живем абсолютно в динамичной, но абсолютно живой системе природы. Вот. И как живые существа мы очень сильно зависим именно от этой системы. Поэтому мы, как экологи, хотим обратить на тот факт, что если мы нарушаем основы развития, то ни экономического роста, ни социальной справедливости просто не будет, потому что подрывается основа жизни. Поэтому мы считаем, что базовым фундаментальным вопросом, о котором надо говорить при устойчивом развитии, это сохранение естественных экосистем. Более того, я скажу вам такую цифру, что в 70-е годы поднимается вопрос устойчивого развития и, скажем, экологии. Вот тут коллеги более старшего поколения помнят, что не разговаривали, говорили про экономический рост, про человеческую справедливость, там, социальные революции были. И вдруг появляется вот этот мировой тренд. И мы сегодня знаем, что он связан с очень интересным фактом. Именно в эти годы, приблизительно в 70-е годы, на всем земном шаре было нарушено равновесие между устойчивостью естественных экосистем, которые могут стабилизировать окружающую среду и заниматься стабилизацией, в том числе и климата. И вот, смотрите, сейчас мы с вами живем уже я могу это показывать на формулах, рассказывать там
по Обнинским всяким кривым и так далее, если будет кому-то интересно. Но эта точка очень важна. То есть мы сейчас живем фактически за счет ресурсов океана. Наземная экосистема человечество уже подъело. Причем здесь Кыргызстан и причем здесь Корея. Очень важно. У нас с вами, дорогие коллеги, еще остался этот запас. То есть вот того неприкосновенного запаса, который может быть и есть основа для будущих поколений. Значит, мы говорим о том, что все экономические тренды должны учитывать эти лимиты. Единственное, что еще скажу, что когда, вот почему эта картинка, да, что она показывает, что не всякая экосистема является нужной для нас с точки зрения именно ее обеспечения для жизни. То есть есть те, которые разрушаются, есть те, которые растут, и в этом смысле, например, поля и наши там, сады, например, прекрасные вещи, но не работают с точки зрения поддержки жизни. И только развитые экосистемы в виде лесов, как мы здесь говорим, работает на то, чтобы поддерживать жизнь как таковую. Коллеги, давайте обратить на это внимание и смотреть дальше. То есть мы не зря, я хочу сказать о том, что и вот Любовь Ивановна в своей презентации, и значит, Александр говорили о вот этих трендах. И вот здесь я пойду даже против обычных своих экологических, ну, как бы, таких негативных экологических трендов и скажу, что мы восхищены вот от экспертного сообщества, от ситуации, значит, экологического движения. Я могу сказать, потому что мы действительно восхищены тем, что правительство Кыргызстана впервые взяло тренд на зеленую экономику. Вы знаете, вот господин Атарбаев ушел, но услышать с высокой трибуны в Рио-де-Жанейро о том, что значит, Кыргызстан берет на зеленую экономику вектор и о том, что естественная экосистема является основой устойчивого развития, это здорово звучит. Нас поздравляли, хлопали. Дай Бог, чтобы мы это принесли и дальше. И дай Бог, чтобы здесь мы шли рука в руку с Кореей, с другими нашими партнерами, с Казахстаном, который взял зеленый мост. То есть это очень важно. Я хочу, чтобы это принялось. Можно еще буквально два слова. Следующее. Коллеги, здесь очень понятная картинка, просто хочу показать. Мы еще живем в очень уязвимой зоне. Посмотрите, значит, это пойменные леса, экосистемы, значит, горной. И вы видите, много зелени вокруг горы, картинка понятна, много, значит, зверушек наших уважаемых. И река нормальная, вода притягивается, все хорошо. Как только мы вырубаем эти пойменные леса, наши реки превращаются в зоны чрезвычайных ситуаций. То есть они просто вытягивают, работают физические процессы. Я хочу все-таки, чтобы мы обращали с вами внимание не только на духовный рост, это очень важно, и дай Бог, и уж тем более важен экономический рост, но на физику, биологию, которая стоит за этим, за всем. Это, вот видите, вырубили леса, реки превратились в значит, такие трубы, которые втягивают в себя. Земля опустынивается, втягивает, вода исчезает. Для Кыргызстана это принципиально важно. Я хочу просто, чтобы мы обратили внимание на эти вещи. Очень ясная картинка хорошо показывает, куда нам двигаться. И поэтому мы очень осторожно относимся ко всем горнодобывающим вот этим промышленным системам, потому что там же не вопрос только, что они вытащат что-то из земли и, может быть, потом как-то это рекультивируют, а то, что на этой горной территории, скорее всего, будут уничтожены те естественные экосистемы, которые формируют эти, в том числе, стоки, реки и наш нормальный климат. Понимаете, да? То есть об этом надо задумываться, и очень часто мы проигрываем эти битвы на самом деле, несмотря на то, что вот я радуюсь тренду, но дай Бог, чтобы он сохранился. Давайте дальше. Вот, коллеги, значит, теперь что я хочу показать, что при этом, вот это, я сказал о важности экосистем, а при этом оно существует, посмотрите, сколько проблем, которые будут способствовать деградации этих экосистем. Это бедность, это сама деградация, низкая урожайность, а у нас низкая урожайность. Все-таки разница между Кореей горной страной, Розысакана, но, извините, находится на океане, а мы в центре континента. Опять же, другая география, и в этом смысле надо на это обращать внимание. Количество собственных топливных ресурсов, недостаточно обеспечить отдельных регионов электрической энергии, дорогих изобретений удобрений, шествия и так далее. Просто хочу показать, что это те вызовы, на которые надо отвечать зеленой экономике. Давайте следующий, посмотрим еще один. Значит, смотрите, но при этом связаны с трендами потепления в Кыргызстане. Просто один раз, смотрите, у нас есть экосистемы, у нас есть жесткие тренды, которые показывают о том, что изменится климат. Может быть, экосистемы могут исчезнуть совсем. Давайте об этом задуматься. Центральная Азия не выживет без горных лесов и пойменных зарослей. Давайте дальше. Вот. И что мы предлагаем? Буквально действия. Значит, мы предлагаем о том, что
невозможно организовывать действия только с большого политического уровня. И для меня очень отрадно было вот слова господина посла о новой деревне. Вы видите, мы не сговаривались, но нашли эту точку соприкосновения. Для Кыргызстана возможно изменение политики, потому что чаще всего не только горные горнорудные компании убивают нашу экосистему, но и те сельские, вот скажем так, общины, да, то есть, которые начинают потихонечку захватывать эти дома, ну, в смысле, под свои дома. А мы пытаемся сказать, дорогие друзья, леса, луга защищают наши дома. Если мы эту идеологию организуем и пробиваем, у нас есть ряд проектов по этому поводу, то я думаю, что все будет хорошо. Вот. И мы говорим о том, что надо делать. Развивать альтернативную энергетику, учить людей альтернативным способом хозяйствования и, конечно, двигать новые технологии, потому что новые технологии, в том числе и Корея, здесь нам в помощь вопросы развития на местах. И как это можно сделать? Можно я покажу последний слайд, собственно говоря, еще раз. Да, коллеги, вот что, собственно говоря, это как некоторая программа действий. Если мы говорим о зеленой экономике, нам нужны очень сложно организованные площадки. Все-таки, посмотрите, что в центре этой экономики должен стоять новый тип предпринимателя. Сегодня очень сложно сказать, кто такой этот зеленый предприниматель. Мы точно понимаем, что это не горнорудная промышленность, это не ядерная станция. Но кто он такой, да, вот его лифт, его деятельность мы должны еще создать. И я призываю всех вступать в эту дискуссию, и государство, и экспертно-научную систему, и создавать законы, чтобы найти этого зеленого предпринимателя, и может быть тогда Кыргызстан в следующий раз выступит в Рио и скажет, вот столько их вырастили, вот такого класса, и так можно делать. Спасибо вам большое, дай Бог всего лучшего.